Бычка, зараженного сибирской язвой, приобрели в интернете. Такое заявление сделали в Государственной ветеринарной службе. Опасную покупку уже обнаружили и уничтожили на месте. Карантин в деревне Старая Акташево Цивильского округа пока еще не снят. Все подробности у Дмитрия Ковалева. Мясо зараженного сибирской язвой бычка было уничтожено прямо на месте в передвижном крематоре. Этот комплекс поступил в распоряжение противоэпизоотического отряда Республиканской госпедслужбы. Поиски зараженного мяса продолжались неделю. Продавец вел правоохранительные органы по ложному пути. Покупателями оказались две женщины из села Яуши Чебоксарского округа. Данное мясо всего лишь было 50 килограмм. Данное мясо было обнаружено в Яушах. Провели дезинфекцию в хозяйстве. Наши ветеринарные специалисты провели непосредственно дезинфекцию во дворе. Мясо полностью сожжено. Угрозы распространения данного заболевания, я считаю, по Чувашской республике нету. На мужчину, продавшего мясо, завели уголовное дело. Вопросов к нему немало. Так, приобретя теленка, он был обязан оформить ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас не так-то и просто определить источник сибирской язвы, ведь животное было приобретено в интернете. У нас Россельхознадзор данное мероприятие расследует. Там тоже у них две статьи. Это карантинное заболевание, допущение непосредственно данного заболевания. У него на данном хозяина и Роспотребнадзор тоже данные мероприятия проводят. Поэтому здесь и штрафные санкции, но здесь основное уголовное дело. В радиусе 2 километров от хозяйства, где был разделан теленок, продолжается дезинфекция. На сегодняшний день там проводится сожжение навоза по ветеринарным правилам. И в очаге там все мероприятия проводятся. Там находится один крупнорогатый скот, это бычок, 7 голов мелкого рога скота. Карантин в деревне Старая Акташево Цивильского муниципального округа намерены снять в начале апреля. Подробности оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы пока не разглашают. Распространение болезни удалось остановить. Сейчас в Цивильском округе действует локальный карантин. Жизни инфицированных ничего не угрожают. Они продолжают лечиться. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев и Павел Редков. Республика.